Крымское ханство и Гетьманщина, казаки и крымские татары. История связала их на длительный период и определила для них важные роли в судьбах друг друга. Что повлияло на тесные отношения между такими разными, на первый взгляд, народами, государствами и руководителями? И что связывало Ислам Гирея и Богдана Хмельницкого? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Весной 1648 года Богдан Хмельницкий, окончательно рассорившись с поляками и опасаясь московитов, явился с сыном Тимошем и свитой в Крым. Он просил хана помощи против поляков, а также общего покровительства Гетьманщине, изъявляя готовность сражаться вместе с мусульманами. Мурзы и беи, члены ханского дивана, целиком были согласны с доводами украинских дипломатов. Более того, крымские вельможи при этом выступали единым фронтом, отражая в данном вопросе также интересы Крыма. Ислам Гирей принял окончательное решение и отказал султану в требовании выставить крымскую конницу в войне с Венецией. В начале 1648 года был заключен Крымско-Украинский союз, предназначенный прежде всего для взаимной помощи. В том же году обнаружилась действенность данного союза. На исходе весны 1648 года хан послал в Украину для поддержки антипольского восстания казачества войско Тагая-Ширина, а затем и сам прибыл во главе огромной армии на театр военных действий. Поддержка татарской конницы много значила для успеха украинских повстанцев. После первых поражений королевских войск восстание приобретает общенародный характер. А на левобережье появляется новое военно-политическое образование со своим гетманом, избранным нереестровыми казаками. Им стал Богдан Хмельницкий, самостоятельный лидер с собственной администрацией и армией. Реакция Османской империи была неоднозначной. Порта, узнав про успехи казаков и крымцев, сначала пыталась диктовать свою волю. Но после череды неудачных попыток новый султан Мехмед IV, а точнее его окружение, прислало в Крым фирман с разрешением на вооруженную борьбу с поляками. Что же касается Москвы, то Кремль в те же месяцы изменил свою южную политику. Царь Александр Михайлович прекращает неоправдавшие себя попытки укрепления связей с Польшей в ущерб крымцам и казакам. Напротив, теперь он устанавливает с Гетьманщиной отношения дружеского нейтралитета и даже признает Казацко-Крымский союз в качестве свершившегося факта. Но опасность этому союзу грозила совсем с другой стороны. В начале 1649 года Богдан Хмельницкий начинает в Переяславе переговоры с царскими посланцами, предлагая перейти всем казачествам под царскую руку. Хотя глубинные противоречия Москвы с Крымским ханством были ему известны. Цель его инициативы проста – обеспечить себе максимальную поддержку против Польши извне со стороны как северного, так и крымского соседей.
Такая политика, считал Хмельницкий, не означала разрыва отношений с Бахчисараем. И по его приказу в мае-июне 1649 года крупное крымское войско скапливается на территории Левобережья. Здесь крымцы объединяются с казаками, а затем наносят удар по армии, руководимой новым польским королем Яном Казимиром II. Под Сборовым королевская армия потерпела страшное поражение, и ее остатки были окружены. Яну Казимиру не оставалось ничего иного, кроме переговоров с Ислам-Гиреем. В результате 17 августа был заключен Крымско-Польский союз, известный как Сборовский. Согласно его первой части, король должен был выплатить хану 400 тысяч талеров контрибуций и возобновить ежегодную выплату дани в размере 90 тысяч талеров, а также погасить все недоимки по дарам-поминкам хану, Нуриддину и Калге. Вторая часть договора касалась казачества. Она заметно ущемляла права и свободы казачества и украинского крестьянства. Поляки на все согласились, а когда требуемые 400 тысяч талеров были получены, хан отвел войска к востоку и не допустил окончательного разгрома Речи Посполитой казаками, поддерживая стратегию баланса. Для этого он, собственно, и заключал с поляками сепаратный мир. Сам же Ислам-Гирей получил по этому трактату возможность рассчитывать на поддержку у поляков в случае очередной агрессии на юг русских. Богдан Хмельницкий подтвердил условия этого договора, но остался недоволен им, так же, как и Ян Казимир. Поэтому обе стороны сразу же приступили к пересмотру его положений. По сути, этот договор был выгодным только для Крымского ханства. Уже в те годы современники договора 1648 года, в основном политики, враждебные как Крыму, так и Украине, объявляли этот союз крайне неравноправным, если не кабальным для гетмана по отношению к ханской власти. О том, что и поляков этот трактат не устраивал, умалчивалось. Но при изучении документов становится ясно, что Ислам-Гирей обращался к Богдану Хмельницкому как к равному. «Милостивый пан Хмельницкий, мой милостивый пан и приятель». И Богдан Хмельницкий отзывался о Ислам-Гирее как о своем брате и союзнике. И действительно, это были не пустые слова. Столь важные события, о которых мы сегодня поговорили, повлияли не только на судьбы двух держав – Крымского ханства и Гетьманщины, но и на политику соседних держав, которые изо всех сил пытались нарушить этот прочный союз. О том, что они предприняли и как развивались политические отношения между Богданом Хмельницким и Ислам-Гиреем, мы с вами узнаем в следующем выпуске.